Доброе утро, Якутия! Начинаем новую рабочую неделю. С вами Руслан Чиров и Вероника Тантосова. Ну что самого интересного сегодня произошло, это, конечно, то, что мы собрались с вами, чтобы взбодриться. Сделаем всегда утреннюю зарядку, расскажем удивительные истории вещей, встретим хороших, добрых, умных и очень своевременных гостей, потому что сегодня мы будем говорить с психологом о том, как поддержать ребенка в этот непростой период, если он сдает экзамены. Ну а с другим гостем мы также поднимем очень важную тему. Ну а мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который вы можете подписаться, используя QR-код, который вы видите на наших экранах. Ну а что самое главное узнать с утра, это, конечно, узнать, что надеть при выходе на работу. Да? Ну, погода на самом деле радует. В центральных районах уже плюс 11, плюс 18, в Заречной группе 12-20 градусов тепла. В южных 11-17 со знаком плюс. В Вилюйской группе плюс 7, плюс 12, в Нижнеленских 7-15 градусов тепла. В западных районах плюс 5, плюс 14. В Колымо-Андигирской группе Улуслах 4-17 выше 0. В Янских плюс 2, плюс 10. На северо-западе вот еще пока прохладно от минус 2 до плюс 9. Температура воздуха в 6 часов утра в столице 9 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь якутский. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 14, плюс 11 градусов. Ну вот имейте в виду, что дождик будет, поэтому, наверное, можно захватить зонтик. Да. Ну, а мы всем желаем еще раз доброго утра, неважно, какая погода за окном. Самое главное, это чтобы ваше утро всегда было и хорошим, позитивным и бодрым. Ну, а лето — это пора ранних рассветов и долгих световых дней. И самое время подарить своему телу заряд бодрости с самого утра. Не нужен спортзал, только немного пространства и желания. Мы приготовили для вас, как и всегда, отличный комплекс упражнений, идеально подходящий для летнего утра. Он поможет взбодриться, улучшить настроение и подготовить вас к активному рабочему дню. Доброе утро! Мы сегодня делаем упражнение, которое можно делать лежа в кровати. Для начала мы возьмем с вами наши бедра. И каждую ногу мы подтянем с вами. Некоторым людям захочется поднять голову, но не всем. Продолжаем. И еще 2 раза. Отпускаемся. Сейчас мы будем движения делать с вами. Круговые движения ТБС. В одну сторону и в другую. 1, 2. И теперь в другую сторону. И еще разок. Хорошо. Сейчас будет наше упражнение. Это не валяшка. Мы с вами покрутимся в одну сторону и в другую. 4 раза. Сейчас мы ложимся, вытягиваемся на правую сторону. Рука вытягивается. И мы раскрываем с вами грудную клетку. Вдох, раскрываемся, идем, взгляд идет за рукой, закрываемся. И еще 3 раза. 1, 2 и 3. Продолжаем наше упражнение. Тянем нашу ладонь, верхнюю руку вверх. Взгляд у нас направлен также. Вдох. Раскрылись. Выдох. Закрылись. И еще 3 раза. Вдох. Выдох. Ребра собрались. Вдох. Выдох. И крайний раз. Сейчас мы принимаем позицию русалки. Наша нога нижняя упирается в коленочку в ногу, верхняя позади. И мы работаем над ребрами, над подвижностью. Следующее упражнение мы с вами наблюдаем за рукой и тянемся вперед.
4 раза. Раз. 2. И 3. И 4. Данный комплекс мы делаем на правую и левую сторону с отдыхом 10-15 секунд. Ну, я думаю, наша утренняя зарядка вам понравилась. Я, например, отметил тот факт, что можно его делать прямо не вставая с кровати. Я думаю, что вы уже взбодрились. Сейчас заварите чашечку кофе. И как раз к этому моменту вы можете посмотреть подборку новостей, самых актуальных к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Японские инженеры установили новый мировой рекорд скорости интернета. Они разогнали связь в оптоволоконном кабеле до 1 миллиона гигабит в секунду. При такой скорости можно скачать 10 тысяч фильмов в формате 4К за 1 секунду. Технология использует кабель с 19 каналами для передачи данных. С виду он похож на обычный, но благодаря особой структуре передает данные быстрее. Сейчас разработку рассматривают для улучшения интернет-сетей, работы дата-центров и операторов связи. Однако для широкого применения технологии потребуется обновить оборудование. В России ввели новые ограничения на денежные переводы. С этого дня без открытия банковского счета нельзя перевести более 100 тысяч рублей. Для большей суммы нужно пройти идентификацию, предоставив паспорт, место регистрации, проживания и данные получателя. Новые правила касаются в основном тех, кто пользуется сервисами перевода типа «Золотая корона», «Юнистрим» и «Квикпэй», а также тех, кто отправляет средства на электронные кошельки. В Минфине уточняют, что новая мера поможет в борьбе с терроризмом, отмыванием денег и оттоком капитала из страны. Репродуктивное здоровье россиян начнут оценивать с 6 лет. Новые правила анонсировал глава Минздрава Михаил Мурашко. Изменения вступят в силу с сентября. После этого малышей начнут проверять на способность произвести потомство, начиная с 6 лет, а после этого ежегодно с 13 лет. Сейчас первые приемы у гинеколога и уролога проводят с 14 лет. Помимо прочего, Минздрав решил ввести ряд других осмотров детей разного возраста. Еще с младенчества их будет осматривать офтальмолог, отоларинголог, а также невролог. Эксперты новшества поддерживают, поскольку это поможет раньше выявлять у детей некоторые отклонения. Первый детский телеканал на якутском языке «Току» отметил годовщину. Канал назван в честь мультсериала, дебютного анимационного проекта НВК «Саха» собственного производства. За 1 год проект стал частью работы популяризации родных языков и культуры. Кроме оригинального контента, телеканал транслирует мультфильмы российского производства, дублированные на якутском языке. На сегодня переведено и озвучено свыше 1000 серий популярных российских мультиков. Кроме этого, канал привлекает местные мультипликационные студии к производству собственного контента с национальным колоритом. У нас хорошие показатели по телесмотрению. Можно сказать, что телеканал «Току» нашел своих первых зрителей. И хочется, чтобы это продолжалось. И вместе с нашим детским телеканалом выросло не одно поколение детей, которые говорят на якутском языке. Самый главный наш подарок для наших телезрителей, для наших маленьких друзей – это мультфильм «Айтал и Аптах Кис», который с 5 июня стартует во всех кинотеатрах республики. Мы ждем всех наших друзей в кинотеатрах республики. В России подорожала окрошка. За год набор ингредиентов вырос в цене на 4%. Теперь блюдо на семью из 4 человек стоит в среднем 450 рублей. Об этом рассказали в Руспродсоюзе. В расчет включили традиционные ингредиенты: картошку, огурцы, яйца, редис, вареную колбасу, зелень, литр кваса и 80 граммов сметаны. В ведомстве добавили, что в последние годы россияне все чаще стали добавлять в окрошку нестандартные продукты, например, огуречный рассол, березовый сок или сыворотку с уксусом, минералкой и горчицей. Переходим к следующим новостям. Алименты не просто долг, а законная обязанность перед ребенком. К сожалению, не все ее исполняют. Теперь справедливость восторжествовала. В России разработал федеральный реестр неплательщиков по алиментам. Подробнее об этом на сегодня расскажет Анастасия Иванова, инспектор отделения организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро.
Ну, скажите, сейчас практически на всех информационных ресурсах, да, появились новости о том, что Федеральная служба судебных приставов создает реестр должников по алиментам. Расскажите подробнее об этом реестре и кто в него попадает. С прошлой недели на официальном сайте fssp.gov.ru заработал реестр должников по алиментным обязательствам. Данное нововведение – дополнительный способ повышения мотивации должников к исполнению своих обязанностей, побуждающий исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой потерей, активностью. В этот реестр попадут должники, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних недееспособных детей, либо нетрудоспособных родителей, а также должники по алиментам, находящиеся в розыске у сотрудников ФССП России. Ну, получается, в реестр находятся не все должники по алиментам, а только определенные категории. Да, все верно. Те, у кого имеется задолженность, и за это они привлечены либо к административной, либо к уголовной ответственности и находящиеся в розыске. А если такая информация, то можно ли узнать, сколько якутян в этом списке? В настоящий момент порядка 2000 якутян уже в этом реестре. Ну, допустим, должник нашел себя в этом реестре. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы его данные удалили? Ну, наверное, рассчитаться. Ну, информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. И даже частичная оплата не сыграет роли. Поэтому в первую очередь необходимо полностью погасить долг. Данный реестр формируется автоматически. Обращаться в нашу службу специально для этого нет необходимости. Как только должник произвел оплату в течение с 3 до 5 дней, рабочих дней, денежные средства поступают на депозитный счет отделения. Судебный пристав исполнитель распределяет и перечисляет взыскателю. И как только деньги будут перечислены, в реестр потянется информация о том, что из нашей базы данных и сведения о должнике пропадут. При этом должник тоже будет уведомлен о госуслугах. Ну, удобно. Ну, предлагаем сейчас сыграть немного на опережение и дать советы жителям Якутии, да, как не стать злостным неплательщиком алиментов, что для этого нужно сделать. Ну, конечно же, добровольно исполнять свои родительские обязанности. Основания для привлечения к административной ответственности за неуплату алиментов – это отсутствие платы без уважительных на то причин в течение 2 и более месяцев. По статье 157 УК РФ привлекаются тоже за неуплату, если должник делает это неоднократно. Еще одна важная деталь – оплата должна производиться ровно в том размере, который указал суд в своем решении. Например, если указана твердая денежная сумма 10 тысяч рублей, на содержание ребенка ежемесячно, то и оплата должна составляться ровно 10 тысяч. Если должник платит 5, это уже считается уклонением. 5 тысяч. Это реестр — новая мера воздействия на должников. Да? Какие еще меры существуют на данный момент? Безусловно, каждый родитель, должник по алиментам – это отдельная индивидуальная, скажем так, ситуация, с которой мы работаем. Отмечу, что многие отцы или матери перечисляют денежные средства по устному договору. Кто-то заверяет это устный договор юридический, то есть заключает нотариальное соглашение, согласно с условием которого выполняет свои обязательства. К нам поступают для принудительного исполнения исполнительные листы, выданные на основании судебных решений, судебные приказы и, как было сказано ранее, нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов по исполнительным производствам, в которых должник имеет постоянное официальное место работы. Мы направляем документы об удержании периодических платежей в бухгалтерию для перечислений по месту получения дохода. По остальным работаем, то есть вызываем должников, разговариваем с ними, объясняем, что содержание ребенка – это обязанность каждого родителя вне зависимости от того, развелись они или нет, что задолженность никуда не денется, она всегда будет, она будет копиться и после совершеннолетия ребенка, после 18 лет тоже долг не исчезает, она будет все равно взыскиваться. Разъясняем нормы административного и уголовного законодательства.
При отсутствии дохода неплательщику алиментов рассчитывается задолженность, исходя из среднего заработка по России, а это почти 90 тысяч рублей. Соответственно, при необходимости выплачивать 1/4 от своего дохода неработающему гражданину ежемесячно начисляется долг более 20 тысяч рублей. Сейчас в республике примерно 5 тысяч исполнительных производств по алиментам находятся в исполнении, но только 2000 из них вошли в реестр неплательщиков по озвученным ранее причинам. Спасибо большое за очень важную информацию. Ну, вообще, надо сказать, что ответственность за ребенка — это долг каждого родителя. И надеемся, что тема, поднятая в нашем разговоре, позволит сократить количество нерадивых родителей, и дети получат необходимую материальную поддержку. Также надеемся, что рассказ героини нашего следующего сюжета поможет предостеречь многих телезрителей от ловких сетей мошенников. Познакомились с молодым человеком год назад где-то в другом городе. Потом я про него забыла где-то через полгода. И вот буквально месяц назад он объявился и предложил мне зарабатывать на инвестициях. Сказал, что это очень прибыльно, это все занимаются. Говорил, что вкладывать ничего особо не надо, никаких кредитов брать не нужно, большие вклады не понадобятся. Я согласилась зарегистрироваться на официальном сайте. Он назывался тогда HTX, он сказал, там ты переводишь с рублей на доллары, и только после этого переходишь на нашу платформу, которая находится в Телеграм-канале. Я зарегистрировался в Телеграм-канале, и после того, как через этот официальный сайт HTX мы перевели доллары, соответственно, у меня появились циферки на этой платформе, мои 100 долларов, условно говоря, 8 тысяч рублей тогда я закинула. Мне сказали, что этого абсолютно достаточно, это минимальная сумма для того, чтобы торговать на всяких акциях, допустим. После этого он познакомил меня с каким-то псевдоаналитиком, который якобы разбирается лучше всего, чем он, и он будет мне как бы помогать, но, конечно же, не за бесплатно, а за 20%. И вот кажется, что никто ничего не делает бесплатно, вкладывать не нужно, соответственно, безопасно. Вот, после этого я прихожу на этот Телеграм, знакомлюсь с этим аналитиком. Каждый день он мне звонил, говорил, что мне ставить на Теслу, на Кока-Колу, на BMW, в общем, на эти акции. Я ставила каждый день, и тут я говорю, а выводить-то смогу? Он такой, да, сможешь. И в первый день я вывела там свои 13 тысяч рублей. Я такая, ой, выводить можно, значит, наверное, работаю. Дальше мы работали по этой схеме недели 2. И после этого, когда у меня накопилось со 100 долларов до 1000 долларов на этих вот, он сказал, что надо, наверное, вкладываться еще больше, потому что, соответственно, от маленьких сумм ты получаешь маленькую прибыль, от больших сумм ты будешь получать больше. Соответственно, после этого я закидываю туда еще 70 тысяч. После этого у меня получалось все-таки выводить еще 130 долларов, это еще 15 тысяч рублей. И через неделю я вывела еще где-то 18 тысяч рублей. Ну, где-то в общей сложности у меня там 38 тысяч я почти вывела. Вот, после этого я и начинаю переводить всю сумму, больше 1000 долларов, все 100 тысяч на свой закрытый кошелек холодный, да, вот в HTX, который находится. У меня не получается выводить 160, уже даже 100 долларов не получается выводить. И тут я понимаю, что меня резко начинают блокировать за такой поэтапный вывод денег. На что они мне отвечают, что я якобы не отправила какой-то сид-код для подтверждения моего перевода. Он говорит о том, что нужно найти доверенное лицо, что должно получить твои деньги, и после этого якобы это доверенное лицо может отправить эти деньги мои мне же. Послушав эту историю, волей-неволей вспоминается старая добрая пословица «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Сегодня она может звучать иначе. Гарантированная сверхприбыль бывает только в капкане. Будьте бдительны и осторожны. Напоминаем, что нужно проводить беседы с подрастающими детьми и, конечно, пожилыми родственниками, о том, что мошенники существуют, и что лишний раз куда-то что-то отправлять, тем более по СМС, по телефону, если на вас выходит, не стоит. Но если мошенники оставляют своих жертв без денег, то сосед с перфоратором в вечерний час выходного дня оставляет нас без отдыха и сна. О законе тишины нам расскажет наша рубрика «Советы юриста».
Доброе утро, Якутия! Я думаю, многие из вас замечали, что у соседей самое подходящее время для ремонта в квартире обычно приходится на 7 часов утра в субботу, а сыграть на баяне они больше всего любят поздним вечером или даже ночью. Сегодня поговорим о защите вашего права на тишину, спокойное время провождения дома в кругу любимой семьи. Итак, так называемый закон о тишине работает по всей России, но каждый субъект вправе принимать свои правила и ограничения на этот счет. Поэтому мы обратимся к Кодексу Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях. Статья 3.5. Данная статья гласит следующее. За совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину в ночное время, предусмотрены санкции в виде административного штрафа. Для обычных граждан это сумма от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, а для юридических лиц сумма такого штрафа составит от 50 до 250 тысяч рублей. Остановимся подробнее. Во-первых, какие периоды времени, по мнению законодателя, не допускается нарушение тишины и покоя. В Республике Саха это период с 9 вечера до 8 часов утра в будни, то есть с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни это период с 10 часов вечера до 10 часов утра, а также к охраняемому времени относится обеденное время с часа до 3 часов ежедневно. При этом к действиям, нарушающим покой граждан, относятся использование телевизоров, магнитофонов, радиоприемников, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники, производство ремонтных работ, работ по погрузке и разгрузке, пение, крики и даже свист. Еще вопрос. Где указанные действия запрещено совершать? Отвечаем. В жилых домах, медицинских организациях, домах отдыха и пансионатах, детских садах и интернатах, гостиницах, в подъездах, лифтах и даже на детских спортивных и игровых площадках. Что делать и куда обращаться, если ваши права нарушены? Во-первых, позвонить в дежурную часть МВД, оставить обращение и дождаться прихода участкового, после чего написать заявление о привлечении лиц к ответственности за нарушение тишины. Обратиться в Ростехпотребнадзор следует в тех случаях, когда необходимо измерить уровень шума, а в администрацию вашего города в том случае, если неудобства причиняют соседи, проживающие в квартире по договору социального найма. В качестве доказательств можно использовать переписку с соседями, в которой вы их просите прекратить шуметь, аудио и видеозаписи, а также свидетельские показания. Важно отметить, что если беспокойства доказаны и носят систематический характер, вы не лишены права обратиться в суд с требованием о компенсации вам морального вреда. Но перед решительными действиями не забудьте проконсультироваться с адвокатом или юристом по жилищным и административным спорам. До новых встреч! И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. Да, но я думаю, что очень важная информация, особенно вот эти временные рамки. Да, Ну, особенно летом. Да, особенно летом. А еще, думаю, такой, прежде чем звонить в органы, да, можно написать в группу в мессенджере, да? Кстати, в да, многих наверное, группа подъездах. соседей в этом случае здорово выручает, даже лучше, чем участковый, пока участковый приедет, пока составит протокол. А так А тут- общественно пристыдить. Да, общественность, что я знаю, что, там, не знаю, Петя, Вася со второго подъезда, это вы шумите. Ну и человеку, может быть, правда станет стыдно, и он прекратит шуметь и работать перфоратором. Самое страшное, это когда люди с 5-го подъезда жалуются на шум из 1-го подъезда, да? Вот это, наверное, Вот это очень серьезно. интересно. Мне интересно, какой шум они производят. Ну, мы только что говорили о праве на тишину, о том, как важно сохранять спокойствие в наших домах по вечерам и не только. Но история, как мы знаем, редко бывает тихой. Каждый день в ее истории отмечается событиями, которые гремели на весь мир и вообще, и на всю страну уж точно. Да, ну вот и сегодня, 2 июня, дата, когда мир точно не молчал. В этот день взошла на престол королева Елизавета II, был основан город Омск. Ну а о том, какие еще громкие страницы вписала в историю человечества 2 июня, мы расскажем в нашей постоянной рубрике. На календаре 2 июня. Сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде. По народному календарю Тимофей Грядочник. В это время смотрели, не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях. Этот день в истории. 1905. Президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в русско-японской войне. 1946 год. На референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. 1953. Состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. 1955 год. День рождения космодрома Байконур. В этот день родились
Маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ. Константин Победоносцев, российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист. Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион. Ярослав Голованов, советский российский журналист, писатель. Юнна Морец, советская российская поэтесса, переводчица. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Иван, Никита и Тимофей. Но мы продолжаем делиться интересной информацией. Специалисты Массачусетского технологического института создают миниатюрных дрон-пчел. Их ключевая особенность – не пропеллеры, а настоящие искусственные крылья. Это делает их полет значительно тише винтовых дронов и больше похожим на движение настоящих насекомых. По размеру и весу эти роботы сопоставимы с обычным шмелем. Настоящее инженерное чудо миниатюризации. Скорость пока не впечатляет. Прототип развивает всего около 1,26 км в час. Но главное, они уже летают и способны оставаться в воздухе до 16 минут. Однако есть важный нюанс. Пока батарея не встроена в самого робота, дрон-пчела получает питание по тонкому проводу. Уверена, что это временно. Следующая их ключевая задача как раз разместить компактный аккумулятор прямо в корпусе мини-дрона. Это откроет путь к созданию по-настоящему автономных роев искусственных опылителей. Ну, цель амбициозна. Однажды такие технологичные пчелы смогут помочь природе, взяв на себя часть работы по опылению растений. Ну, кстати, вот у меня интересно, думаю, почему они 16 минут летают, да, хотя идет питание как бы по Может проводу. быть, перегревается вот что-то связанное с крыльями, нет? Возможно. Видишь, вот, кстати, падает. упал, да. То есть крылья останавливаются и падают. Но сейчас мы подобное увидим у настоящих, да, говоря уже о настоящих пчелах, оказывается, их активность легко выключить. Большинство видов пчел совершенно беспомощны в темноте. Они не умеют ориентироваться без света, и когда он гаснет, стремятся как можно быстрее сесть, будь то во время солнечного затмения или в лабораторном эксперименте. Это их ахиллесова пята. Но природа всегда полна исключений. Например, пчелы-плотники ведут себя с точностью да наоборот. Они ночные летуны, а днем спят. Их эволюция подарила им способность ориентироваться в темноте. И вот что интересно, если настоящие пчелы так зависимы от света, а их популяции сокращаются, технологические решения вроде дрона пчел становятся еще более актуальными. Ну, представьте рой миниатюрных роботов, работающих в теплицах круглосуточно и при свете дня, и глубокой ночью. Ну, удивительно вообще, конечно, природа — это вообще что-то великолепное. Да? Представляешь, создать настоящую пчелу, то есть насколько она продумана, да, вот как любое создание природы. И тут мы пытаемся вот скопировать. Пока, как видите, неудачно. Порой хочется вот так вот просто по выключению света сразу быстро уснуть, да? А не лежать мучительно думать. Это было бы великолепно. Но тем временем в таинственных глубинах у подводного храма в Японии разворачивается история, которая длится уже более 35 лет. Это невероятная дружба между пожилым дайвером Хироюки Аракавой и огромной хищной рыбой по имени Йорика, овцеголовым губаном. Все началось еще в конце 80-х, когда Хироюки Аракава обнаружил могучую, но тогда беспомощную раненую рыбу, которая умирала от голода. Дайвер не остался равнодушен и каждый день кормил ее крабами, пока Йорико не окрепла. С тех пор она запомнила своего спасителя и приплывает навстречу всякий раз, когда слышит гонг, позволяя себя гладить и даже целовать. Как видите, вот прямо сейчас на наших экранах происходит. Ну, это потрясающе. Вообще очень много историй, конечно, когда животные очень преданно возвращаются к людям, которые помогли, и даже хищники. Ну, это удивительно. Смотри, какая большая рыба в итоге. Но дружба, рожденная в глубинах, это настоящее чудо, но не меньшее чудо зажечь искру мастерства в детских глазах. Из подводного царства прямо в огненную кузницу, где на днях побывала наша съемочная группа. Мы переносимся в город Тамо Талданского района, где встретимся с кузнецом Леонидом Солкиным. Солкиным, прошу прощения. С ним, кстати, мы снимали выпуск передачи «Испытан на себе», а также он был у нас в студии и приглашал к себе в кузницу. С недавних пор Леонид учит своему ремеслу детей. Ну вот «Испытан на себе» как прошло? Интересно было? Да, очень интересно. Мы сделали такой миниатюрный якутский нож. И еще написали на нем
Якутия 24. Остался у тебя? Да. И не Якутия 24, это слишком длинно. Там у нас передача не такая длинная. ЯК-24, ну, сокращенно. Ну, потрясающе. Ну, вот, видите, мы уже получили первые отзывы, я уверена, что... Но было очень интересно, да. Да, Я что детям представляю, тоже очень интересно. Я представляю, насколько интересно детям. Да. Кузнеца Леонида Солкина знают не только в Тамоте, где он живет. 2 года подряд он участвовал в республиканском конкурсе «Якутия мастеровая». И его топоры, ножи давно заказывают в Якутии и даже за ее пределами. В этом году ему присвоили звание мастера народных художественных промыслов. И теперь он уже официально учит своему ремеслу детей. Ксении Хмариной всего 11, но она уже ловко управляет тяжелыми инструментами и не боится огня. 2 или 3 года назад мне предложили сделать подкову, и когда я начала делать, мне очень понравилось. Я сделала подкову, ложку и топорик. Кстати, топорик девочка изготовила специально в подарок дедушке с 23 февраля. По словам кузнеца, учить детей несложно. Главное их желание и искренний интерес. Настойчивость, интерес в глазах вот это есть, когда, ну, их сразу видно. Те, кто будет ходить, кто хочет заниматься именно. А здесь главное с ребенком контакт. Это вот мне это очень даже и интересно. У них другое мышление, у них другие проблемы, шутки свои. И я для них друг. В кузницу приходят и мальчики, но девочки серьезнее и настойчивее, считает учитель. Когда я пришла, мне здесь все понравилось. Гостеприимство первое, что мне понравилось. Мне понравилось стучать, там, держать это все. И это так настолько интересно. Я очень много куда хожу, но кузница, мне кажется, тоже хорошая. В кузнечном деле важны не столько физическая сила, сколько сила духа. Поэтому, кто знает, может, из этих девочек вырастут настоящие кузнецы. Хотя сам мастер считает, что полученные навыки обязательно пригодятся им в жизни, если даже они и не продолжат заниматься этим ремеслом. И этот опыт, ну, я надеюсь, что в жизни где-то им аукнется и поможет. Сам же мастер, помимо занятий с детьми, продолжает творить и создавать эксклюзивные изделия, которые пользуются спросом. Даже, казалось бы, ненужный металлолом идет в дело. Заниматься любимым делом, учить других и быть востребованным – не в этом ли человеческое счастье? Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Тамот, Алданский район. Ну, сейчас видно, что вот, допустим, мы несколько лет назад снимали сюжет с Леонидом. Видно, что кузница развивается, да, то есть теперь уже он обучает детей, и мы желаем ему успехов, а также передаем привет всему Алданскому району. Да, большой привет, замечательные люди, очень гостеприимные, тоже там побывали. Ну и, конечно, надеемся, что в дальнейшем кузница будет развиваться, и мы скоро увидим, что учеников стало больше, может быть, уже появились последователи, которые в профессиональном плане будут развивать свое ремесло. Дорогие друзья, всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Пусть день начинается с чего-то светлого и радостного. Ну а прямо сейчас делимся последними новостями. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Microsoft окончательно уходит из России. Российское подразделение корпорации готовится подать заявление о банкротстве в суд Москвы. Одним из поводов для такого шага стал иск «Газпромбанка», который выступает кредитором организации. В январе банк потребовал от дочки Microsoft 90 миллионов рублей в рамках дела о необоснованном обогащении. Претензии касаются контракта на техническую поддержку. В «Газпромбанке» утверждают, что уже 3 года Microsoft Рус не выполняет обязательства, в том числе техподдержку. Год назад в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза Microsoft за пару недель отключила от своих сервисов половину организаций из России.
В России захотели ввести дни трезвости. Предложение в Минздрав и Госдуму направили общественники из Зова народа. Они предлагают полностью запретить реализацию спиртного в некоторые дни. В частности, активисты считают, что запрет должен быть распространен на школьные выпускные последние звонки, 8 июля, День семьи, любви и верности, а также на День знаний и 3 октября, когда отмечается Всемирный день трезвости. В дни запрета общественники предлагают проводить консультации с врачами и лекции о вреде алкоголя. В этом году летние туры подорожали примерно на 20% и на 15-20% выросла по сравнению с прошлым годом средняя стоимость перелета к месту отдыха по России. Так, отдых на двоих с маленьким ребенком в Краснодарском крае на 9 ночей обойдется в 108-124 тысячи рублей. А если соберетесь поехать в Крым в том же составе, то придется выложить 101-112 тысяч рублей за 10 ночей. Кавминводы, пожалуй, никогда не отличались демократичными ценами. Этим летом отдых на двоих без дороги обойдется в Кисловодске, Пятигорске или Ессентуках в 119-151 тысячу рублей за 10 ночей. Ну а чтобы погулять по Москве или Питеру и не свалиться от усталости, достаточно 4-5 дней. На двоих такой вояж потянет в сумму от 40 до 50 тысяч рублей. В Роспотребнадзоре следят за ситуацией на зарубежных курортах, популярных у россиян. В ведомстве назвали страны, эндемичные по лихорадке чикунгунья, и рассказали, что надо делать туристам, чтобы не заразиться. Чаще всего лихорадка протекает без серьезных последствий. Однако в некоторых случаях возможны тяжелые формы. По данным на этот год, к странам с высоким риском заражения можно отнести Шри-Ланку, Маврикий и остров Реюньон. Из мер предосторожности ведомстве предлагают использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей. В Вилюйске завершился республиканский патриотический турнир «Наследники Победы». В соревнованиях приняли участие 6 команд ведущих профессиональных образовательных организаций республики. В течение 2 дней участники демонстрировали свои навыки в 13 дисциплинах. Чемпионами турнира стала команда военно-патриотического клуба «Хурсун» Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Чернышевского. Главным результатом турнира стало не только выявление лучших, но и укрепление патриотического духа среди молодежи, повышение интереса к истории своей страны и уважение к подвигам героев. Участвовали в «Патриоте», участвовали в «Зорнице», сейчас находимся здесь. Но помимо этого, естественно, мы занимаемся у себя в колледже, занимаемся патриотической работой, направлением воспитания молодежи, волонтерская деятельность, помогаем бойцам СВО. Делаем все, что в наших силах. Мы не только участвуем, мы учимся. И так каждый раз. И я думаю, что наши знания всегда увеличиваются. Но это всегда на практике. Одно дело в теории это знать, и другое дело. Я как ветеран боевых действий, прошедший, скажем так, я медицинскую службу представляла. Могу сказать, что вот эти все знания там пригождаются. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Вот, Вероника, ты когда-нибудь задумалась, глядя на, например, обычную ложку или старую сковороду, что лет через 100 она может занять почетное место, например, на музейной витрине? Что у нас может рассказать о нас, о нашем времени. История хранится не только в коронах и манускриптах, она в самых простых вещах, которыми мы пользуемся каждый день. Ну, я согласна, правда, конечно, не задумывалась, что моя ложка может стать историей. Но, наверное, да, ее можно где-нибудь откопать потом будет. Связи между человеком и предметом и временем уходят глубоко. И сегодня мы расскажем еще одну удивительную историю, которая бережно хранится в музее города Якутска и поражает воображение. Доброе утро. Меня зовут Елизавета Алексеева. Я специалист сектора этнографии Якутского музея. Сегодня я расскажу вам про погребение XVIII века из Чорапчинского улуса Ажелунского наслега местности Джагарма. Это погребение дочери родоначальника Амурыябай. И было раскопано в 1938 году под руководством Ивана Дмитриевича Новгородова. По легенде, она была единственной дочерью богача, родоначальника Амурия. И с детства у нее были сверхъестественные силы. Летом она с детьми, с девочками играли, ходили по аласам, устраивали исыхи. И там она уже показывала свои сверхъестественные способности.
когда ей исполнилось 16 лет, родители выдали замуж за сына богача из Хатылынского наследия по имени Кугаганнах Киргелей. И вот рассказывает, что когда она уезжала, она превратилась в волка. И вот бывали моменты даже, что не всегда она показывалась. Было видно только ее головной убор, шапка, да. И в течение всего этого периода она никогда не показывала свое лицо и всегда превращалась вот в какую-то вещь. Из данного погребения у нас имеется только украшение натазника Кабакасимяга. Вот мы видим на рисунке Михаила Михайловича Носова вот как раз-таки вот это украшение, вот эту часть детали. Музейные экспонаты требуют бережного хранения, а наш язык бережного обращения, наша постоянная рубрика «Говорим правильно» очень нам в этом помогает. Доброе утро, дорогие телезрители! В апреле этого года многие филологи, извините, хорошо, обязательно, до свидания. Итак, в апреле этого года многие филологи и не филологи очень много шумели по поводу высказывания Марии Леонидовны Калинчук, главного научного сотрудника Института русского языка имени Виктора Владимировича Виноградова, по поводу ее высказывания о глаголе «звонить», точнее, об ударении в глаголе «звонить». Буквально она сказала следующее. Почему сейчас налево и направо говорят «звонит», а не «звонит»? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом будущее, потому что все глаголы на «ить» за последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании слова, к ударению на основу слова. Действительно, мы с вами являемся свидетелями изменения нормы. Большинство из нас не застали того момента, когда нормативным было произношение «он со мной дружит» или «варит». А когда-то это ударение считалось нормативным и правильным. И сейчас мы с вами смотрим, как постепенно одно ударение сменяется другим. Но пока норма остается той же самой. Верно говорить «звонит». Давайте говорить правильно. Всего доброго! В старших классах дети обычно определяются с профессией, фокусируются на профильных предметах и готовятся к ЕГЭ и поступлению. Но далеко не все подростки действительно понимают, чем хотят заниматься, а те, кто знает, нередко ошибаются и потом переучиваются. Что делать в таком случае, обсудим сегодня с нашим гостем. У нас в гостях Анна Гумницкая, специалист по детско-родительским отношениям, педагог-методист, кандидат педагогических наук. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Анна, скажите, что делать, если к моменту окончания школы ребенок так и не определился? Ребенок говорит, я не знаю, чего хочу, и как разобраться вот именно в этом не знаю? На самом деле подросток в 17-18 лет, который не знает, кем он хочет быть, это нормально абсолютно. Потому что вот настоящий осознанный путь к своей профессии, он длинный, и он такой серьезный, многоэтапный. Поэтому здесь вопрос, как мы вообще ставим этот тезис, в чем концепция? Не кем я хочу быть, а какие собственные цели я хочу реализовать, получая ту или иное образование, вообще профессию. Потому что, когда я работаю с подростками и задаю им вопрос, ты получил диплом бакалавра, а дальше что? 9 из 10 входят в ступор. Они не понимают, потому что сначала цель после школы – это поступить, вторая цель – получить диплом. А дальше что ты будешь делать? А ведь это проблема и задача была 20 века, когда стоял вопрос выбора профессии. Сейчас концепция другая. Сейчас мы говорим о том, что мы создаем сценарий карьеры ребенка, в котором реализуется его личность и, конечно, реализуется его потенциал. Вот. Поэтому в старших классах что мы делаем? Мы, конечно, проводим диагностику профориентационную и говорим о призвании. Допустим, если это гуманитарное направление, ты бы хотел обучать людей,
Ты бы хотел заботиться о них, как социальная служба, например, да? Или бы ты хотел защищать, как адвокат? А может быть, ты бы хотел освещать и быть в гуще событий, как журналист? По крайней мере, мы так можем определиться уже с базовым направлением. А это уже какой-то план. Как эффективно и без перегрузки познакомить детей с профессиями? То есть многообразие профессий очень большое, современных профессий еще больше. Как это сделать, с чего начать? Это отличный вопрос. Вообще любая диагностика профориентации должна проходить и начинаться уже с 8 класса. Этим занимается школа. Все, что касается дома. Значит, первое. Есть прекрасный атлас будущих профессий, который разработала Сколково в 2021 году. Это 3-я версия. Отличное, понятное, доступное издание. Им нужно заниматься вместе с родителями, например, раз в неделю, пожалуйста, да, уже 7-8 класса, когда мы эти профессии разбираем. После каждой профессии в атласе есть набор навыков, мягких вот этих навыков, гибких, да, что должен уметь ребенок. Тебе нравится эта профессия? Хорошо, но эта профессия требует коммуникации, работы в группе. А тебе интересно работать в группе? Может, ты хочешь работать в одиночестве, где-нибудь на 30-м этаже, сидеть в офисе и чертить? Вот это очень важно обсуждать. И второе, это, конечно, стажировка. Стажировка должна быть у ребенка, у каждого 14 лет. Это значит, что ваш ребенок в летний период бесплатно, абсолютно, неделю работает где-нибудь. Например, родители договариваются с знакомыми, у которых есть какие-то фирмы, организации, ваш ребенок просто там помогает. Это нужно для того, чтобы ребенок погрузился в атмосферу. Это офис, работа с бумагами, это автосервис, это антикафе, это торговые точки. Пожалуйста, ребенок начинает понимать, хочу ли я работать в найме, могу ли я работать с посетителями, вообще комфортно ли мне работать с людьми, встречать их, что-то им объяснять. Поэтому стажировку это иногда даже лучше, чем просто диагностика профориентации. Очень Кстати, интересно. можно еще посмотреть передачу «Испытан на себе». Там очень много профессий мы показываем. Но вот следующий вопрос такой. Вот какую роль нам, родителям, нужно играть, да? То есть, чтобы в том числе не надавить, например, да, как-то на ребенка. Вот, какие вот ваши советы и чего стоит избегать? Ну, во-первых, надо понимать, что родитель — это доминантная забота. Все, что вы говорите ребенку до подросткового возраста, он впитывает как губка, и вы для него истинно последняя инстанция. Поэтому очень важно, какой вы посыл ребенку даете. Есть такое трехчастное высказывание, называю это родительское послание. Первое. Найди то, что тебе интересно. Стань в этом лучшим и принеси пользу себе и людям. Вот если это послание будет контекстом в выборе профессии, с 8 класса ребенок точно определится уже, по крайней мере, с базовым направлением. А если ребенок боится ошибиться с выбором, он сомневается, как ему помочь? Ну, первое, что нужно объяснять, что бояться — это нормально. Что боятся абсолютно все. Просто есть люди, которые умеют работать со своими эмоциями, да, это определенный тоже алгоритм. Второе, нужно говорить, что ошибок не существует, это просто твой опыт. И самое главное, с этим опытом уже как работать. Мы как работаем с опытом? Мы ребенку объясняем, как мы его анализируем, какие выводы ты делаешь. Например, мы берем листочек обычной бумаги, да, 4, ребенок расписывает, пишет в середине листочка вот эту саму проблему. Вот эта ситуация случилась, какую пользу я из этого вынес? Берем в кружочек и ставим несколько стрелок. Их может быть очень много. Ребенку может понадобиться длительное время, его мы не торопим. Мы должны расписать. Зато я познакомился с ребятами. Зато я понял, что мне это не нужно. И так далее. Вот. Потому что когда мы учим ребенка перерабатывать опыт, вот проще, если говорить, переварить, он его не травмирует. Дальше ему к психотерапевту уже идти с этим не нужно будет, когда он вырастет. Вот это самое главное. Как мы учим делать выводы. Что ты понял из этого? Ну вот, если в том случае, например, поступление не удалось или выбранный путь не понравился ребенку, какой вот должен ли быть какой-то план «Б»? План «Б» должен быть всегда, в идеале лучше, даже если есть план «С». И мы это обговариваем не меньше вот в течение последнего года. Да, 11 класс, что-то меняется, что-то мы узнаем, какие-то предложения получаем со школы. Поэтому здесь что нужно понимать? Когда у ребенка есть альтернатива, снижается напряжение. Ему становится спокойнее, он более уверен в себе. Вот это самое главное. И мы с ним обговариваем. Учеба нравится, допустим, очень сложная. Бывает очень сложная, ребенок переживает, начинает болеть, психосоматика. Мы говорим, ты всегда можешь взять академ. Но во время академа, если ты не учишься, ты работаешь. То есть вы все это обговариваете. Если ты работаешь, ты приезжаешь домой в Якутию, ты работаешь дома, или ты остаешься там, где ты учишься, в другом городе, и там ищешь работу. Все обговариваем пошагово, спокойно, доброжелательно. У него должно быть ощущение, ничего страшного, там нет, всегда есть выход. Вот это задача родителя.
А как сохранить мотивацию на обучение? Вот младшие школьники, среднее звено, у них еще нет мотивации там чего-то достичь, сдать экзамены. Вот в этой ситуации как летом, может быть, воспользоваться временем и поработать с ребенком? Ну, во-первых, надо понимать, что мотивация детская и взрослая, она отличается кардинально. У детей, чем они младше, она у них всегда кратковременная. Это как самолет, который нужно все время дозаправлять. Ребенок в эйфории вам всего наобещает, что будет учиться, ему это интересно. Проходит неделя, мотивация снижается, это норма. Вот. Поэтому, чтобы у него вот эта мотивация держала, нужно понимать, здесь работают два компонента. Это интерес, ему должно быть интересно, и второе – маленькие победы. Вот, к сожалению, многие родители не понимают, как эти победы фиксировать, и вообще нужно ли на них внимание обращать, потому что у нас так работает мозг, мы, к сожалению, очень цепляемся за негатив. Да? Поэтому есть такой формат, например, дневник успеха. Это когда дневник ведет сам ребенок, и это такой некий сценарий, такая тенденция, когда ты сравниваешь себя с собой вчерашним. Например, месяц назад читал на 30 слов меньше, сейчас на 30 слов больше. По математике уже лучше понимаю эти темы. Почерк стал лучше, вот если мы говорим о младшем возрасте. Это важно. У ребенка должно быть вот это ощущение постоянного роста себя. Я расту. Я расту. И очень важно, что говорят родители. Если они назидают, дают оценку, критикуют, это всегда демотивирует, ну, это и взрослых демотивирует. Видите, ребенок делает домашнее задание долго. Да? Подходите, говорите. Ну смотри, 3 примера ты уже решил, остался 1. Но зато ты сложное уже сделал. То есть учим ребенка фиксировать из минуса в плюс. Это поможет ему в будущем не впадать в апатию, когда он будет сталкиваться уже с какими-то трудностями. Я чего-то не могу, я не умею. Вообще вот это комплементарное воспитание, оно дает очень много уверенности и определенной самоценности. Дети не боятся трудностей. Они уже самостоятельно потом находят выход. Вот это самое главное. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, очень интересная и самая полезная информация, потому что сейчас лето, у родителей чуть больше времени, у детей чуть больше времени, есть возможность задуматься, правда, о подготовке к следующему учебному году или вообще к школе. Спасибо. Но выбор профессии – это всегда взгляд в будущее. И пока школьники ищут свой путь, мы тоже заглянем в грядущую неделю. Какие сюрпризы приготовили звезды, смотрите наш гороскоп. Овен. Наступает идеальное время для переговоров, старта проектов или смелого разговора. Будьте прямолинейны, но не грубы. В середине недели возможны недопонимания. В выходные ищите адреналин. Спорт, приключения или даже генеральная уборка под музыку принесут большое удовольствие. Телец. Возможны неожиданные траты или, наоборот, приятные поступления. Задайтесь вопросом, что по-настоящему ценно для вас. В середине недели звезды советуют побаловать себя качественной вещью или вкусной едой, без чувства вины. В пятницу – отличный день для инвестиций в себя. Близнецы. Наступает ваша неделя. Солнце в вашем знаке заряжает харизмой и обаянием. Новые знакомства, интересные предложения, флирт – все возможно. К четвергу может накопиться усталость. Идея выходных – легкая поездка, мастер-класс или вечеринка с друзьями. Рак. Время немного замедлиться и прислушаться к себе. Энергия идет на спад. Не геройствуйте. Позвольте себе тишину и уединение. Доверяйте предчувствиям, особенно в среду и четверг. Это отличный период для анализа прошлого и отпускания обид. В выходные идеально сходить в баню, заняться творчеством или посмотреть фильм. Лев. Социальная жизнь бьет ключом. Вас потянет к друзьям и единомышленникам. Возможно, приглашение на мероприятие или неожиданная помощь от знакомых. Не стесняйтесь просить поддержки. Дева. Звезды ставят акцент на профессиональной сфере. Возможны важные переговоры с начальством, признание ваших заслуг или интересное предложение. Будьте безупречны в деталях, особенно во вторник и среду. В выходные найдите баланс, суббота подойдет для планов, а воскресенье для полного отдыха и перезагрузки. Весы. Вас потянет к чему-то новому. Запланируйте поездку, пусть даже небольшую, или запишитесь на интересный курс. Возможно, встреча с человеком, который перевернет ваше представление о чем-либо. Скорпион. Ваша интуиция будет сильна. Вы почувствуете скрытые мотивы других. Будьте осторожны с доверием в среду. Выходные идеальны для глубокого разговора с партнером, исследований или стратегического планирования. Не бойтесь трансформации, отпустите старые обиды. Стрелец.
Возможны важные встречи, переговоры, предложения о сотрудничестве или яркие события в личной жизни. Стремитесь к компромиссу. Ваша прямолинейность может кого-то ранить. Одинокие стрельцы, будьте открыты к новым знакомствам. Выходные подойдут для романтики или укрепления деловых связей. Козерог. Практичность и рутина на первом плане. Отличная неделя для наведения порядка в делах и оптимизации процессов. Коллеги оценят вашу надежность. Не берите на себя слишком много. Выходные подойдут для полезных дел. Сделайте уборку дома или начните ремонт. Водолей. Включается ваша креативная и авантюрная сторона. Идеальное время для хобби, романтических приключений и общения с людьми. Не бойтесь быть оригинальным, вас заметят. Возможен флирт или приятный сюрприз в пятницу. Выходные должны быть яркими. Сходите на концерт или свидание и позвольте себе по-настоящему отдохнуть. Рыбы. Вас потянет к родному гнезду и близким. Это отличное время для обустройства дома, решения семейных вопросов и встреч с родственниками. Прислушайтесь к своим снам и предчувствиям. Они могут подсказать верное решение. В выходные стоит помедитировать или заняться садоводством. Но, если честно, я свой знак что-то пропустил. А я вот, как всегда, послушала. Надо быть внимательней. Ну, на самом деле, я вот, например, не верю в гороскопы, поэтому желаю вам слышать только хорошее, только полезное. Ну, или вообще, как Руслан, пропускать и думать, что там все было прекрасно. Да. Ну и, конечно, мы желаем вам каждое утро встречать вместе с нами, с передачей «Утро Якутии». Я думаю, что сегодняшний день мы, на сегодняшний не только день, но еще и на неделю мы подарили вам заряд бодрости и хорошего настроения. Будем встречаться всю рабочую неделю. На сегодня напоминаем, что гидрометеоцентр нам обещает кратковременный дождь, поэтому, наверное, стоит захватить зонтик, чтобы, да? Да, чтобы не испортили вам понедельник. До новых встреч, до завтра, пока. Всем хорошего дня.